мире насчитывается около 28 тысяч диет. Каждый год врачи медицинских центров мира составляют их рейтинги. Самыми лучшими признаются средиземноморская, скандинавская и МИНД – диета долголетия. Но встречаются и очень странные, например, -60, лесенка, тощая диета, жидкая диета, а некоторые и вовсе лишены здравого смысла – спальная, уксусная и даже хлопковая. Почти все диеты сводят к тому, чтобы похудеть, а ведь главная цель – не потеря лишних килограммов, а именно здоровье и долголетие, чтобы можно было поддерживать такое питание на протяжении всей своей жизни, не перегружая организм, а получать белки, жиры, углеводы, все макро- и микроэлементы, при этом трудиться и выносить суровые условия нашего севера. Такая сверхзадача стояла перед нашими предками, и они прекрасно справлялись с ней. Овощи и фрукты – вот истинно правильная еда, скажете так и рассмешите людей в окрестностях Салехарда и Мурманска, всей Сибири, Дальнего Востока и нашей Коми. Конечно, фрукты и овощи можно сушить и потом питаться ими круглый год. Увы, не только зимой, но и летом в Коми фрукты не растут. Климат все-таки наше все. Именно он обуславливал питание. Суровая, очень холодная зима требовала другой еды. Нашим пращурам нужна была еда питательная и в то же время доступная. Пища, которую можно было поймать, рыба и мясо, вырастить за очень короткое лето, рожь, ячмень, корнеплоды и то, что давал лес – ягоды, грибы и всевозможные травы. Традиционная коми-пища, какая она, что и как готовили наши предки, какие блюда составляли меню Зырянина и насколько все это было полезно. На эти вопросы попытаемся ответить в нашей сегодняшней передаче. Хлеб всему голова, хлеб батюшка, вода матушка, не шуба греет, а хлеб. Таких пословиц и поговорок о выпечке придумано народами немало. Именно хлеб признали продуктом тысячелетия, и именно буханка белого и краюшка черного считались в России символами достатка и здоровья. Конечно, хлеб у наших предков тоже был в почете. Каши, похлебки и именно выпечка считались основными блюдами коми-кухни. Именно они несли желанное чувство сытости, снабжали достаточным количеством калорий и клетчатки, обеспечивали полезными витаминами группы В, всевозможными микроэлементами и даже белком. Говоря о хлебе, нужно понять одну вещь. То, что мы сейчас называем хлебом, и то, что ели наши бабушки – это разные вещи. Так считает и Максим Александрович Шишелов, старший научный сотрудник Коми-научного центра. 8 лет он занимается вопросами питания и оздоровления организма. Они пекли его на ржаной муке. Эту же рожь они выращивали прямо у себя, где они жили, проживали в Усыльме, сам с Усыльм родом выращивали рожь. И здесь, на юге Республики Коми, естественно, мука была грубого помола, без каких-либо примесей. Хлеб производился на закваске, пекся, опять же, в русских печах, опять же, при температуре оптимальной. Самая главная еда в любом доме – это хлеб. Замешивали тесто вот в таком сосуде, который называется кумли. Здесь замешивали тесто, ну а дальше хозяйка должна была, конечно, жарко растопить печь. Причем печь должна быть очень горячей для выпечки хлеба. Когда дрова полностью прогорели, печку надо было хорошенько вычистить, потому что готовили на дне печки, на пот называется, дно печки называется пот. Хлеб пекли 1-2 раза в неделю, то есть сразу большие такие ковриги, каравая хлеба, чтобы его хватило надолго. Как пишут исследователи, что завтрак и ужин наших предков состоял из куска хлеба, кваса, воды или молока. Ну и только на обед ели приготовленную пищу, это либо овощи, те же самые томленые в печи, либо рыба, ну по праздникам, только по праздникам ели мясо.
Любовь Аркадьевна Тринц, заведующая Коквицким народным домом, всю свою сознательную жизнь помнит, что в доме хлеб пекли сами: колобки, шанишки с картошкой и крупой, черенянь. Все эти вкусности научила печь еще ее бабушка. Мама тоже была умелицей. Сейчас ни мамы, ни бабушки уже нет, а умения их живут и радуют всех домочадцев и гостей. Будут колобки у нас сегодня. И постараемся еще шаньки коми сделать. Тесто обыкновенное. Вода, соль, сахар, мука, масло растительное немножко и дрожжи. И все. В коми национальной кухне никогда молоко в тесто не ложат, потому что раньше ведь молоко тоже ограничение было в молоке. Не столько молока, потому что детей было много, и молоко не ложили туда. Но тесто, конечно, всегда тоже разное получается. Когда замешиваю, зову бабушку и маму зову, чтобы они мне помогли, и чтобы у меня получились колобки вкусные и красивые. Сначала, когда печка очень горячая, нельзя класть, сгорит. А чтобы немножко остудилась печка, пока поднимается, мы сейчас попробуем с вами делать шаньги, коми-шаньги. Тесто тут сыворотка, молочная сыворотка, соль и мука ржаная. Сейчас буду раскатывать и буду делать как бы формочки. Еще я другие шаньги делаю наподобие такого теста, но на молоке уже она. Как бы не коми-шаньга получается, а уже более современная. Они должны вот края быть круглыми. Вот она какая должна получаться. У меня особенно зятья любят с картошкой и с творогом любят. Посмотрим, что у нас тут в печке творится. Разложим и оставим, пусть немножко потомится печка. Доходит. Противень возьмем, помажем. Начинка у нас сегодня картофельное пюре. А это сметана с яйцом. Будем шаньги сверху мазать, чтобы оно было румяное, красивое. Все. Сейчас быстро испечется шаньги-то. Картошка уже готовая, получается. Только тесто немножко припечется и все. Ну вот, шаньги испеклись. Сейчас ждем для колобков. На печку еще рано. Ну вот они такие интересные получаются. Такие есть настоящие коми-шаньги. Сейчас колобки у нас. Сейчас посмотрим внутри, как они получились. Хлеб не режут горячий, а ломают. Да, все пропеклось. И вон какие глазки красивые. Хорошие колобки получились. Разломишь и с холодным молоком. Любовь Аркадьевна отмечает, что ни выпечка, ни еда не будут такими вкусными, если не будет в ее доме большой крестьянской печи. Все подруги спрашивают: что же ты, Аркадьевна, печь не разберешь, ведь она столько места занимает. А женщина отвечает: жалко ее, ведь нигде нельзя воссоздать неповторимый вкус выпечки, каш и похлебок, которые получаются в русской печи. Большая печь, по-коми ыжит-пач или рочь-пач, была воистину сердцем дома и повседневной жизни крестьянина. Она кормила, поила и утешала, в стужу обогревала, в жару давала прохладу. В русской печи, по-коми ыжит-пач или рочь-пач, готовили завтраки, обеды и ужины, пекли хлеб, сушили лекарственные травы, грибы и ягоды. На лежанке, по-коми падчер, спали и грели простудившиеся спины. В печурках, по-коми горс, сушили варежки и носки.
И вот этот многофункциональный агрегат, как сейчас сказали бы 20 в одном, уходит в небытие. В старых крестьянских избах, доставшихся от дедушек и бабушек, ыджит пачи разбирают, а в новых домах стараются строить более компактные аналоги. А ведь помимо неповторимого вкуса крестьянской трапезы, пища из печи была гораздо полезней, нежели сваренная на плите. С точки зрения обработки пищи поступали правильно наши бабушки и дедушки, когда для приготовления пищи использовали русские печи. И пища не варилась привычным для нас образом, не жарилась, она томилась. Крупы те же заливали чистой водой, ставили в котелке, в чугунке, в печь. И при температуре 60-70 градусов, может быть даже 50, крупы, образно говоря, томились, размокали на протяжении полусуток. Таким образом сохранялись все необходимые микро-макроэлементы, витамины. Пища не денатурировалась, не теряла свои полезные свойства и по своему содержанию была гораздо более полезна, нежели мы сейчас привыкли готовить. Когда хозяйка готовила, она использовала разные чугуны, горшки, поскольку печка русская, она глубокая, и в нее помещалось, кстати, несколько горшков сразу же. Руками туда не залезешь, поэтому использовали ухват с длинной ручкой, с помощью которого доставали чугунки с овощами, самыми любимыми каши, щи, самая главная еда, которая всегда была, которая легко приготовить, не требовала долгого времени. И, конечно, всегда получалось вкусной, потому что в печке любые продукты, они запекаются равномерно. И овощи никогда не будут разваренными. Все будет запекаться в собственном соку. И самое главное, вся еда до вечера оставалась горячей. Горячее питание тоже обуславливалось условиями проживания, суровым климатом. Еще одно преимущество большой печи – односложность блюд. То есть, попросту, закидал ингредиенты в чугунок, без жарки, без фритюра, без взбивания венчиком, без всяких соусов и достал полноценный обед или ужин. Использование специй и соусов сведено к минимуму. Это делало пищу простой и полезной для здоровья. Но это не значит, что блюда были невкусные. Совсем наоборот, еда из печи была необыкновенной. Печи, и каша в печи получается совсем другая, да, она такая рассыпчатая, протомленная, да. Особенность русской кухни, наверное, вот это как раз печь, потому что у нас не жарили, да, у нас в основном вот именно все такое запеченное, томленое, да, пареное. Сейчас же все диетологи, они все запекаем, варим, но не жарим. Когда у человека есть полная продуктовая корзина, это одно, а когда продуктов раз-два и обчелся, хозяюшке надо было работать с тем, что есть. Включались смекалка, чутье, чтобы блюдо получилось вкусным и радовало глаз. Шеф-повар Даниил Литвин придерживается такой же точки зрения. Коми-кухня, по словам мастера, отличается очень высокой культурой ощущения вкуса, и воспринимать ее надо как часть бытия жизни. Говоря по-простому, в коми-кухне мы наслаждаемся вкусом природы. Это очень интересная такая тема для осознания того, что такое культура. То есть я всех призываю, те, кто пробует какую-то национальную составляющую, они не оценивали вкус, да, это там, да, говядина, да, это лень. Они оценивали вкус природы, какой вкус основного продукта, какой вкус ингредиентов, чтобы человек почувствовал, что это такое, с чем это едят и почему оно так. Когда человек начинает узнавать о том, что оказывается, да, чтобы лося-то добыть там, или рябчика получить, или глухаря, это же нужно сходить поохотиться, это нужно принести в дом, эта хозяйка должна проделать очень много движений. То есть эта кухня, она не ленивая. Она очень трудозатратная. В технологии своей, если мы берем запекание, или мы берем варку, или там тушение в горшочках, она проста. Но с точки зрения богатости вкуса, например, чтобы приготовить мягко оленину или приготовить ароматно какую-нибудь дичь, это нужно постараться. Пускай будет похлебка из утки, но это утка, которая летала, это не магазинская мягкая, это утка, которая всю жизнь свою провела в полете, у нее красное мясо, у нее жесткая структура мышц, но она при этом мягкая. То есть ты потратил на это время, да, там она просто одна уточка, может быть, там подпечен чуть-чуть лучочек, мне очень нравится на углях там подпечь и бросить, чтобы он дал аромат, и все. Это просто потрясающе было. Это эмоции, которые нельзя забыть никогда.
Вот ради таких эмоций я считаю, что к нам должны и туристы приезжать, и наши местные, когда ходят кому-то в гости, они вот именно за этими эмоциями должны приходить. Даниил Литвин готовить начал с 9 лет. Первым собственным блюдом был борщ. Именно тогда он выбрал домашнюю еду, зачеркнув для себя раз и навсегда всевозможные модные тогда быстро супы и растворимые пюре. В подростковом возрасте уже умел готовить многосложные блюда и коми-похлебки, которыми Даниила в детстве часто почивала его бабушка. Очень жаль, подчеркивает Даниил Андреевич, что коми-кухня сейчас забывается и представлена на торжествах только лишь пельнянями. Ведь на коми-земле прекрасно готовили всевозможные каши, рог и великое множество похлебок и супов. Щелашид, шомашид, ажашид – это все шеф-повар готовит и у себя дома. Конечно, все рецепты имеют множество вариаций, адаптируются для диетического и детского питания. Сегодня мы будем готовить национальный коми-суп азяшид. Рецепты очень простые, ингредиентов туда идут мало, но при этом просто потрясающе вкусно. Азяшид – это суп, похлебка на отваре из перловки. Готовился изначально как кисломолочный суп. Холодный, не мясной и очень крайне густой. Это очень интересный вкус, это очень интересная такая тема для осознания того, что такое культура. Рецептов очень много, и в каждом районе нашей замечательной республики его готовят по-разному. Готовить я его буду на отваре из перловки с добавлением курицы, для того, чтобы курица дала сок отвару перловки. Нам нужен перловочный вот этот отвар, то есть нам не надо его сливать, не надо промывать. Когда перловка у нас варится уже до полуготовности, где-то минут 10, мы тоненькими кусочками начинаем резать курочку, исключаем вообще крупную резку максимально и добавляем вот в этот отвар. То есть теперь у нас будет бульон из перловки со вкусом курицы. Нам сейчас необходимо нашинковать мелко чуть-чуть морковки. Вообще по сезону мы еще добавляем, если это лето, свежий горошек. Очень вкусно. Но когда не сезон, используем то, что у нас есть. Сейчас вот когда морковку погрузили, нужно добавить еще лучка немножко. У нас тут проварилась, перловочка у нас взялась. Добавляем молотые перчики болгарские с томатом. Можно добавить просто томатную пасту, можно не добавлять, можно просто оставить белым. Но, опять же, для того, чтобы нравилось деткам, нужно что-то принести красок. У нас уже почти все готово. Сильно горячим его не подают. Мы добавляем в обязательном порядке перчик, я добавляю много. У нас причем получилась очень хорошая консистенция густоты. Перчим выключаем. Вот видите, он густой, да? Нельзя сказать, что он там какой-то водянистый. Он густой по каким причинам? Перловка впитала влагу. Во-вторых, сама концепция вот этих похлебок, но они всегда густые. Что касаемо непосредственно самого азяшида, учитывая, что он холодный, его летом хорошо. В нашем случае он горячий, я бы его наоборот рекомендовал в такую холодную погоду, особенно когда побольше перца. Он очень хорошо будет греть и он очень хорошо насыщает, это факт. Суп готов, кусочек масла на декор. Нянь Дасов, приятного аппетита! Наличие азяшида свидетельствовало о достатке в доме. У зырян даже сохранилась пословица «Азяшидыд мэдмуа озветлы» – перловая похлебка на чужбину не погонит. Поэтому крупяные похлебки были так любимы нашими предками. Это вкусно, сытно и много. Что еще нужно многочисленной крестьянской семье? Супы с дичью, мясом и рыбой встречались на столе зырян гораздо реже. Их ели в скоромные дни, тогда как постный рацион длился до 200 дней в году. Еще одна гастрономическая любовь зырян – грибы. К ним у коми вообще особое отношение. Северная Парма щедро делится тем, что успевает вырастить. Ягоды, травы и, конечно, грибы. За короткое лето коми-хозяюшки грибов собирали и заготавливали много, чтобы на всю зиму хватило. В старину говорили «у зимы брюхо велико» и аппетит прекрасный. Грибы сушили, засаливали, потом использовали в супах, пекли шаньги и пироги. Это самое легко доступное для приготовления блюда. И, во-вторых, это нам передано, наверное, на генетическом уровне. Наши предки все это ели, и мы все приучены к этому. Грибов у нас много, фруктов меньше. Поэтому мы и заготавливаем много грибов. Собирательством занимались еще и древние люди. То есть знали, что съедобно в лесу, что несъедобно.
Светлана Ювеналиевна Говорухина о грибах знает много, еще с детства. Родная Ударская земля, говорит она, богата губчатыми и пластинчатыми дарами леса. Она собирает и сушит подберезовики, подосиновики белые, а с недавних пор еще и маслята. Они, говорит, очень похожи на сушеные яблоки. Если захочется зимой похлебки из грибов, чакашид, то непременно надо брать ассорти, тогда вкус блюда получается очень насыщенный. В самые трудные времена, когда, может быть, не так зажиточно жили люди, они спасались именно тем, что готовили разные блюда из грибов. Самый доступный продукт. Не ленись, пожалуйста, погуляй по лесу. И если еще благодатное лето или осень, пожалуйста, подарок всегда будет на столе. Кроме сушения, конечно, грибы еще и солили. Соленые грибы вообще были отдельной полноценной пищей, хотя и считается, что дикоросы в меню зырян – витаминная составляющая и служит лишь для разнообразия. Соленые волнушки или грузди присутствовали на столе зырян не только в праздники. Раз или два раза в неделю соуланы кьяельдэг включали в меню коми-крестьянской семьи, поэтому дары леса заготавливали в большом количестве. Как и в детстве, я солю все по 50 литров. 50 литров и тех, и других, для того, чтобы хватило всем друзьям, для того, чтобы можно было раздать родственникам, поэтому мы солим очень много грибов. Это обязательно грузди, это волнушки, и предварительно, придя с леса, я их почищу, обязательно вскипячу в кастрюльке, эту воду сливаю, и затем, уже как вышла эта горечь, еще в течение суток трижды меняю холодную воду. И затем солю. На 3-литровую банку я кладу неполную стопочку соли. Вот. И получается очень вкусно, и в течение зимы вообще не портится. Рецепт передается из поколения в поколение. Моя бабушка так солила, Пелагея Яковлевна. Моя мама Елена Павловна, теперь также солю и я. Сейчас уже этот рецепт знают мои дети и внуки. Из соленых грибов часто делали открытые пироги-шанишки. Сейчас такую начинку используют редко, хотя пироги с лесными грибами все еще любимы в народе. Готовим грибной пирог. Тесто у нас очень податливое, тесто готовится очень легко. Тесто я ставлю всегда на молоке. Вот вы чувствуете, да, настолько мягкое тесто? На молоке, дрожжи, соль, все это по вкусу. Кто что любит, еще чуть-чуть сахара и обязательно чуть-чуть растительного масла, чтобы тесто дышало. Грибы, во-первых, это белки. Во-вторых, кому-то нравится мясо, кому-то не нравится, кто-то любит растительную пищу. А грибов у нас в республике море. Я собираю белые грибы, маслята, красноголовики. Вот их отвариваю и делаю из них икру, поджариваю на масле с луком и с морковкой. Это начинка для пирогов. Вот это называется хлеб на листе капусты. Особенность в том, что не надо использовать масло. Сейчас мы прямо в капустный лист заправили тесто и отправляем в печь. А в деревне в русской печи можно испечь прямо на кирпиче. Хлеб на листе капусты. Листвы, да. Пожать донай, янсикада. Все колобок саджан. Мечадает. Вот с этой стороны, да? Вот это хлеб, который получился у нас на капусте. Он дышащий, яркий, да, как колобок, натуральный колобочек. Чöd ja puuvja juon torjan burdadam mistavlish юр, тачам ческит шоян юан, тиян некитиш осшур. Сбалансированное меню, приспособленное к природным условиям, горячее питание и соблюдение приема пищи выступали залогом сохранения здоровья и силы. Умеренное потребление мясомолочных продуктов, рыбных блюд и дичи тоже считается залогом долголетия и жизни без болезней. Однако собирательное название еды, означающее сытую жизнь у зырян, определялось как «чериен яяновны», что в переводе с коми обозначает «с рыбой мясом жить», и поэтому рецептов мясной и рыбной кухни великое множество, но об этом расскажем в следующей серии передачи про национальную кухню.